Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Каждый из нас хочет жить долго и счастливо, значит быть здоровым и энергичным на многие годы. Каковы возможности человеческого организма? Как заботиться о себе и своих близких? Своим мнением по этому поводу с нами поделится гостья в студии. Наталья Махарова, доктор медицинских наук, кардиолог, врач антивозрастной и профилактической медицины. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот современная наука говорит, что человеческий организм рассчитан на 120-150 лет жизни. Вот, тем не менее, долгожителей среди людей мало. Как думаете, почему так получается? Да, действительно, вообще зарегистрировано около 122 года, которые официально зарегистрировано. Человек, который прожил, это 122 года. Значит, для каждого из нас у нас есть резерв прожить до 122 лет. Раз так зарегистрировано. Дело в том, что вот наше сердце ударов делает в 1 минуту, где-то условно, приблизительно мы скажем 60 ударов в минуту, то, допустим, в течение часа там около 100 ударов в минуту рассчитывается. И в течение 100 лет там сколько-то вот этих ударов в минуту. Определенное количество ударов – это наш резерв. Допустим, в молодости мы пьем. Повышается частота сердечных сокращений. Мы уже взяли оттуда, сократили авансом. Мы курим, мы ночью не спим, мы иногда болеем. Все это сопровождается учащением частоты сердечных сокращений. Анемия, там компенсаторно тоже повышается частота сердечных сокращений. То есть мы как бы образом жизни, как бы авансом забираем вот это, укорачиваем или частоту своих сердечных сокращений, свой резерв укорачиваем своим образом жизни в течение всей своей жизни. Но вот теории по старению очень много, около 150 теорий. Там антиоксидантная защита, есть институт геронтологии в Москве, Хавенсон, есть такой гериатр, который занимается пептидами, у него вот теория, пептидная теория. Есть теория в последнее время, это укорочение генов, да, вот это вот тоже. И очень много людей, которые финансируют, которые хотят долго жить, да, вот они много финансируют такие исследования, научные исследования. Но, к сожалению, пока нет такого определенной теории, вот конкретно, или какого-то гена, чтобы мы могли сказать, что человек, ты проживешь до 120 лет. Но ведь есть же кардиотренировки, например, да, они увеличивают число сердцебиений. Говорит ли это о том, что сердце быстрее изнашивается? Стоит ли вообще ими заниматься, такими кардиотренировками, ну, то есть бегом, например, да? Или все-таки сердце укрепляется в такие моменты? В принципе, вы правильно говорите, да, когда кардиотренировки, дело в том, что кардиотренировки, они должны быть очень индивидуальными. Допустим, 2 человека возьмем, условно, один одинакового возраста, оба мужчины, один с весом, допустим, 100 килограмм, и второй где-то, допустим, 70 килограмм среднестатистически одного возраста. И пошли кардионагрузка. У человека, который с ожирением исходно с высоким пульсом, он, конечно, быстрее достигнет такого субмаксимальной частоты, при котором максимальное потребление кислорода достаточно, называется, да? Это аэробная нагрузка с максимальной доставкой кислорода. Поэтому вот эти кардионагрузки, они должны быть, во-первых, индивидуальные, и при этом мы же знаем, да, что вот люди, когда делают свое тело красивое, они качают свои мышцы. Сердечная мышца, она тоже как бы это мышца, она тоже тренируется. При этом тоже это именно кардионагрузки должны быть, и они должны соответствовать своему возрасту. То есть какой-то диапазон пульса, может быть, Да, рассчитывать, есть да? такой диапазон, при котором оптимально хорошо работает свое сердце. Вот в нашем обществе принято мнение, да, что там старый, пожилой человек – это больной человек. Вот. В то же время сейчас высказывается мнение, что стареть можно и без болезней, вот, не теряя качество жизни. Возможно ли такое? В принципе, возможно. В принципе. То есть старость считается это накопление болезней. К 60 годам в основном люди имеют в среднем где-то 5-6 заболеваний. Вот.
Но основным из них, от которого в основном умирают люди, это атеросклероз, это сужение сосудов, это холестерин, это глюкоза, повышение холестерина, инфаркты, инсульты. И мы обычно смотрим сосуды, вот сосудистое старение, когда микроциркуляция нарушается, мы смотрим обычно самый доступный сосуд – это сонные артерии. Бывало вот мой опыт показывает, что приходили ко мне мужчины, мужчины в основном касается почему-то вот атеросклероза, да, в 35 лет с сужением сосудов около 80-90, это прединфарктное состояние. А приходили мужчины 80 лет абсолютно чистыми сосудами. Тогда можно сказать, что 80-летний человек с чистыми сосудами, скорее всего, это претендент на долгожительство. А человек, который в 35 уже сужение до 80, до 70, это, конечно, идет раннее старение, ранние инфаркты и, конечно, преждевременная смерть. Ну вот в нашей медицине человека начинают лечить либо уже после инфаркта, либо после инсульта. Да? Вот как говорят, когда уже гром грянул, уже все. Да? Только таких больных берут на учет, да, кто уже болеет. А почему нельзя работать на предупреждение? Например, как-то можно же предсказать, проследить, что у человека будет развиваться болезнь в каком-то возрасте, например, да? Но мне кажется, Даже вопрос молодом. немножко некорректен. Почему? Потому что, в принципе, очень много программ, много диспансеризаций проводится. Это целый у нас есть отдел по профилактике, которые это пытаются донести до народа, вот профилактические меры, чтобы человек был счастлив, не болел и стараются обследовать. Это бесплатно. В других странах же этого нету. Вот. Тут самое главное — выбор самого человека. Человек должен быть, во-первых, немножко грамотным. Для этого, конечно, есть врачи, профилактические врачи, которые помогают понять, помогают мотивировать, чтобы вот поменять образ жизни или там бросить курить, допустим, да, алкоголь или какие-то физические нагрузки, правильное питание. Это все должен врач, который вот профилактической медицины, очень хорошо рассказать, мотивировать. Но надо сказать, что в последнее время, кстати, да, есть какие-то передвижки есть среди особенно молодых женщин, молодых людей трудоспособного возраста, которые сидят по ходу за ребенком. Они очень много читают. И мне это очень нравится, когда ко мне приходят молодые люди с таким запросом. Вот. Я хочу быть здоровым, что мне нужно сделать, я хочу обследовать то-то, то-то. И с таким человеком мне очень интересно работать, потому что это интересно. Ну вот вы уже отметили в нашем разговоре, что болезни молодеют, об этом можно смело сказать, да, что в 35 лет Да. уже есть какие-то сосудистые заболевания. Вот почему так происходит? Только образ жизни сказывается. Ну, в принципе, в основном-то мы рождаемся здоровыми людьми. Да? Там только есть 5%, максимум, может быть, 10-7% это с аномалиями какими-то развития, с пороками различными, да, генетическими. Это понятно, это другая категория людей. А остальные — это мы рождаемся здоровыми людьми. И только образом жизни мы уходим все по-разному. Кто-то раньше, кто-то позже. Это в основном касается же вопросов вот в последнее время питания. И у нас изменился очень образ жизни в каком смысле? У нас стрессов очень много стало. Погоня там за деньгами, много работаем, это конкуренция, стрессовая устойчивость должна быть прежде всего очень высокой. Поэтому в последнее время очень много говорят о стрессовой устойчивости. Поэтому это тоже в принципе проблема самого человека на самом деле. И мне вот нравится очень такое выражение, да, это наш ученый Амосов, хирург был, он говорил: врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Каждый раз, когда мы просыпаемся, у нас выбор: встать, не встать, валяться, не валяться, чистить зубы, не чистить, зарядку сделать, не сделать. И к 50 годам, может быть, возникнет вопрос: инфаркт или инсульт. Поэтому каждый раз выбирает сам человек. В рот никто ему ничего не ложит. В рот ложит сам человек. Правильное питание, сбалансированное питание, исходя из полезности продуктов или пустое питание, это сам человек решает. Ну,
многие надеются, может быть, на наследственный фактор, да, может быть, так генетика предрасположена, что можно прожить дольше и сохранить здоровье. Вот. Есть ли вот в роду долгожители, есть ли какие-то гарантии, что человек проживет тоже дольше? Очень интересный вопрос. Часто бывает так, говорят, у меня там долгожители, и я вот так. Последнее время такое исследование, наука появилась, эпигенетика называется. Есть такой доктор Мальцева Ирина, которая написала книгу, очень интересную книгу, доступную простым языком. В общем, смысл такой. Хорошую генетику можно уханькать, а плохую генетику можно улучшить. Это образ жизни. То есть в течение жизни сформировать, да, Да. свою генетику и передать ее Модифицировать дальше, свой например. образ жизни, понимая, что курение ты должен бросить курить и тому подобное. И таким образом можно поменять даже ДНК. Да, потому что это доказано, что есть такая возможность. И, допустим, простой пример, 2 цветочка, которые из одних семян выросли, посадить в разных условиях. Допустим, хорошие условия у нас на севере или в горах где-то вообще, вот в Жиганске, допустим, да, один и тот же цветок в разных условиях будет вырастать по-разному. Человек то же самое. Существует множество способов улучшить качество жизни, да, например, в том числе прием витаминов. Как принимать витамины, нужно ли их принимать вообще для профилактики здоровому человеку? Или только после консультации с врачом, когда уже чувствуется нехватка, например, в организме каких-то элементов или витаминов? В последнее время очень много научных исследований по нутрициологии. Это как раз о витаминах. Это не БАДы, а конкретно витамины. То есть, по идее, организм человека — это саморегулирующаяся система, самообновляющаяся система. И есть такие механизмы, которые они сами регулируются. И не было такого, чтобы заранее придумано, что мы какие-то добавки должны принимать. Просто жизнь у нас изменилась. Питание, продукты стали пустыми. Поэтому вынуждены сейчас академики об этом говорят, Институт питания об этом говорят, что приходится назначать продукты, которые дополнительные биологически активные добавки, которые вот нужны человеку. Доказано, допустим, базовые такие микроэлементы, это магний нам всегда нужен, аскорбиновая кислота, витамин С, витамины группы В. В последнее время очень много железодефицитной анемии стало, это железо. А железо всегда работает там с медью. Поэтому вот эти микроэлементы, витамины группы В, вообще витамины, они, и особенно вот витамин D, вот сейчас многие принимают, но надо помнить, что есть 2 группы витаминов, это жирорастворимые витамины, туда входит витамин D в основном, Е, А, витамины К, они накапливаются, поэтому приходится анализы делать. И назначаются в зависимости от уровня витамин D. В зависимости от уровня. А водорастворимые витамины, они, это в основном витамины группы В, аскорбиновая кислота, там, они с потом очень много мы теряем. Поэтому нет такого, чтобы мы отравились этими витаминами. Важно принимать правильные витамины и от хороших проверенных производителей. Вот как практикующий врач, какие советы дадите нашим телезрителям для сохранения здоровья? Вот что под силу каждому человеку? Вообще, на самом деле, это очень просто. Очень много исследований, но я пришла к выводу, на самом деле, это очень просто. Просто, во-первых, нужно быть позитивным человеком. Да, потому что я, когда вижу вот с долгожителей, у нас исследования были долгожителями, долгожители все очень позитивные люди. Они хорошо настроенные, позитивные, радостные, счастливые люди. Поэтому каждый человек, мне кажется, должен быть в жизни, по жизни заниматься своим любимым делом, чтобы от этого получал удовольствие. Я всегда у больных спрашиваю, которые ко мне приходят на прием, какое у вас хобби? От чего вы получаете удовольствие? И надо сказать, люди, которые живут в городе, нет. Тогда как человек расслабляется? Только работа, работа, работа — это как-то не очень хорошо. Поэтому, если это не получается хобби, нужно вспомнить свое детство, чем это нравилось, что в душе откликается. Вот. И второе, мне кажется, это правильное питание. Мы должны питаться с позиции полезности. Это очень важно. И самое главное, питание принципиально важным становится
возрастной группе. Потому что есть с возрастом у нас кишечник, проницаемость очень высокая, это усваиваемость белка снижается, человек начинает там физиологическое снижение веса после 60-70, это начинает силу уходить. Поэтому правильное питание, сбалансированное питание, энергетически полезное, это очень важно. На самом деле мы витамины-то получаем из наших продуктов, а мы живем в таких условиях, где в принципе, экологически пока чистые продукты. Это же не Япония или Китай, где загазованность или это, пептициды, вот эти вот, да. Поэтому на самом деле мы счастливы в этом смысле. Ну что ж, Наталья Владимировна, мы обязательно прислушаемся к вашим советам. Спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам побольше благодарных и, конечно же, здоровых пациентов. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.